На канале Абхазского телевидения информационный выпуск Амшукшара. Здравствуйте. Указом президента Аслана Бжаня первый вице-премьер Беслан Джопуа назначен министром сельского хозяйства Республики Абхазия. Следующим указом Аслана Бжаня министром просвещения и языковой политики назначен Инал Габля. Габля Инал Соломонович, выпускник Национального исследовательского университета России, Высшая школа экономики по специальности регулирования внешнеэкономической деятельности. После учебы в разные годы работал стажером-исследователем в Национальном исследовательском университете, тренером по курсу технологии лидерства федеральной сети образовательных центров «Юниум», ведущим специалистом по инвестиционно-технической оценке Русгидро Интернешнл в Москве. С 2016 года по настоящее время инженер-экономист строительной компании «Мегаполис» города Москва. С 2018 года директор онлайн-школы абхазского языка Алашербага. Полковник Рауль Харабуа освобожден от воинской должности начальника Центра специального назначения Службы государственной безопасности Республики Абхазия. Сегодня президент Аслан Бжаня подписал соответствующий указ. Рауль Харабуа зачислен в распоряжение председателя СГБ. Этим же указом глава государства начальником Центра специального назначения СГБ назначен майор Джон Атумава. Атумава Джони Гариевич в 2013 году окончил исторический факультет Абхазского государственного университета. В 2016 году окончил педагогический факультет АГУ. В разные годы работал тренером в спортивном клубе «Юниор» в городе Москве, в Государственной службе охраны Республики Абхазия, в Службе государственной безопасности Абхазии. С 2014 по 2019 год и с 1 мая 2020 года по настоящее время председатель комитета по вопросам молодежи и спорта администрации города Сухум. Трехкратный призер чемпионатов мира по карате, чемпион мира 2005 года, заслуженный мастер спорта России и Абхазии. Сегодня заседание сессии Народного собрания, начатое накануне, было продолжено. Парламентарии поддержали обращение Министерства иностранных дел Южной Осетии к правительствам государств мира в связи со столетием геноцида осетин. Кроме того, было рассмотрено более 10 вопросов, связанных с приватизацией объектов госсобственности и переводом земельных участков из категории в категорию. Репортаж Гугуцы Варданя. В начале второго дня работы сессии парламента спикер Валерий Кварчи обратился к народным избранникам с просьбой поддержать обращение Министерства иностранных дел Республики Южная Осетия к правительствам государств мира в связи со столетием геноцида осетин. За данный проект постановления депутаты проголосовали единогласно. Кроме того, народные избранники сделали заявление, в котором считают возможным поставить вопрос о признании факта геноцида со стороны официальных властей Грузии на протяжении 20-го, начала 21 веков в отношении не только осетинского, но и абхазского народа. Далее депутаты перешли к рассмотрению оставшихся вопросов повестки. Все они касались дачи согласия на перевод земельных участков из категории в категорию в Гудаутском и Гагарском районах. Предлагаю вам на рассмотрение проект постановления о даче согласия Кабинету министров на перевод из категории в категорию земельного участка площадью 6 соток в селе Лохны Гудаутского района. За данный проект постановления депутаты проголосовали единогласно. Также депутаты дали согласие на перевод из категории в категорию земельного участка площадью 0,50 гектара в селе Лохны и на предоставление в постоянное пользование обществу с ограниченной ответственностью водолей земельного участка площадью более 1 гектара в селе Приморское для строительства гостиницы. Кроме того, парламент одобрил перевод из категории в категорию земельного участка площадью более 2 гектаров в селе Псахара Гагарского района. 4 вопроса повестки дня касались утверждения дополнительного перечня объектов государственной собственности, подлежащих приватизации. Хочу представить объект, который расположен в городе Гагра по улице Ардземба, 87. Это имущественный комплекс санатория Гагрибш, верхняя часть, состоящая из 3 зданий. Они разбиты на литерации. Это трансформаторный киоск, баня, прачечная и продовольственный материальный склад. Площадь земельного участка, находящийся под этими строениями, составляет и прилегающая территория 27 соток. Стоимость 1 миллион 519 тысяч 947 рублей. Начальная цена
1 миллион 600 рублей. Объем инвестиций в условиях восстановления объекта составляет около 20 миллионов. За данный проект закона проголосовали большинство из присутствующих, однако некоторые депутаты выразили свое мнение по поводу приватизации объектов госсобственности. Парламент соглашается только для того, чтобы это разрушенное имущество в конце концов было приведено в порядок, да? Как и с землями, так и с объектами. И в целом идет навстречу нашим гражданам, которые хотят. Но зачастую, в 9 случаях из 10, эти объекты потом становятся предметом перепродажи, а никакой не реставрации. И потом эти объекты, они десятилетиями продают, а мы фактически участвуем в некой схеме, по которой люди легализуют госимущество и перепродают его. Мы даем разрешение от того, что это имущество будет вот в таком состоянии. Да, ее будут перепродавать. Когда отремонтируют, тоже кому-то перепродают. Это рыночные такие условия. И мы не можем за каждым, как говорится, этим следить. А от того, что будет это висеть и ничего не будет, от этого кому-то пользы. В итоге весь перечень объектов госсобственности, подлежащих приватизации, был одобрен. Гугу Савардани, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Следственным отделом службы государственной безопасности Абхазии возбуждено уголовное дело в отношении исполняющего обязанности генерального директора РУП «Абхазавтодор» Бориса Ачба, сообщается на сайте СГБ. Исполняющий обязанности главы «Абхазавтодора» подозревается в мошенничестве, то есть хищении чужого имущества путем обмана. Как отмечается в сообщении, следствием установлено, что Ачба 27 февраля 2017 года обратился к экс-президенту республики Раулю Хаджимба с письмом, в котором изложил несоответствующие действительности сведения о необходимости ликвидации последствий стихийного бедствия. Согласно документу, стихийное бедствие якобы было вызвано паводками в октябре-ноябре 2016 года и в январе-феврале 2017 года в Гудаутском районе в устьях рек Хипста и Апста. В результате руководитель Абхазавтодора составил подложный контракт и проектно-сметную документацию на выполнение необходимых ремонтных работ на сумму 20 миллионов рублей. Ачба заключил договор с обществом, учредитель которого является вымышленным лицом, перечислив указанную сумму на счет ООО, после чего путем составления подложных документов о выполнении работ в соучастии с неустановленным следствием лицом снял указанную сумму со счета. Следственным отделом СГБ 18 июня 2020 года в Сухумский городской суд направлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Борис Ачба задержан и водворен в СИЗО СГБ Республики Абхазия. Сегодня премьер-министр Александр Анкваб встретился с представителями предпринимательского сообщества страны. В совещании приняли участие первый вице-премьер Беслан Джопуа, вице-премьер-министр финансов Владимир Делба, вице-премьер-министр экономики Кристина Узган, министр по налогам и сборам Даур Курмазия. Репортаж Налы Ковы. Как известно, по поручению премьер-министра, руководители экономического блока правительства занимались разработкой концепции возможного изменения структуры закона об уплате ввозного налога на добавленную стоимость. В рамках встречи с предпринимателями были обсуждены возможные подходы и механизмы совершенствования налоговой системы, в особенности в вопросе взимания налога на добавленную стоимость. Вы знаете и мы знаем о том, что приняты были документы, которые освободили большую группу товаров, я бы сказал, очень большую группу товаров от подобного рода финансовой нагрузки. И вы в том числе представители этого бизнеса. У нас есть представители бизнеса, работа которых одна половина товаров подпадает под льготные нормы, другая половина не подпадает. Так, Даур, да? Тут есть такое вот двойственное состояние, да, на практике. Эффективно оно или нет, надо посмотреть в каждом конкретном случае, да. Но бизнес есть бизнес, он сам выбирает род своей деятельности и подпадает под то или иное правовое регулирование. Министр по налогам и сборам Даур Курмазия пояснил, что на 1 июня текущая задолженность по налоговым платежам сократилась до стандартных размеров, переходящих из месяца в месяц, и составила 102 миллиона рублей. Это означает, что так называемый налоговый резерв, созданный задолженностями за предыдущие периоды, сократился, и ждать перевыполнения плана за счет погашения задолженности, в том числе за 2019 год, в предстоящих месяцах не приходится.
Как мы прогнозировали, к сожалению, в июне месяце начался резкий спад налоговых платежей. Это последствия спада экономической деятельности апреля и мая месяца. У нас сумма начислений за апрель была 65%, сумма начислений за май 60%. Пропорционально растут платежи. Объем налоговых поступлений в текущем месяце при плане 189 миллионов на сегодняшний день поступило пока всего 55 миллионов рублей. Согласно представленным отчетам, по расчетам по налогу на добавленную стоимость за май месяц, сумма начислений по сравнению с прошлым годом сократилась в 2 раза. Представители бизнеса в очередной раз отметили, что в текущих условиях предпринимательской деятельности правительству важно пересмотреть принципы и сроки исчисления и уплаты НДС. По их мнению, важно также пересмотреть перечень товаров, не подлежащих обложению данным налогом, с целью устранения необоснованного дифференцированного подхода. В такой вот, скажем так, откровенно скажем, достаточно тяжелой группе товаров, как продуктовые, вменять ввозной НДС, конечно, будет очень рискованно. На самом деле очень рискованно. Это не только будет определенное бремя для населения, тем более в условиях такого кризиса. Это также будет колоссальная нагрузка на импортеров, которые завозят сюда продукты питания. И это тем самым поможет гигантам российского рынка, просто-напросто тем дилерам, которые работают в Сочи, в Краснодарском крае, окончательно уничтожить, грубо говоря, ростки бизнеса в Абхазии. Правильные темы, которые нас очень сильно волнуют. Почему мы не зарабатываем денег? Пример, допустим, мы возим курицу. Курица из России привозится, есть СТ1, мы платим всего 1%, от НДС мы освобождены. Казалось бы, мы должны здесь на ней заработать денег. Но эту же курицу того же производителя продает сочинский филиал, продает дешевле. То есть после того, как мы ее привезли с завода, освобожденную от НДС, заплатили там всего 1% и логистику, мы привезли там, она нам стоит 100 рублей, эта курица в себестоимости. Сочинский филиал продает в Сочи эту же курицу по 90 рублей. Каким образом нелегальные вот эти серые схемы работают? Но каким-то образом эта курица из Сочи попадает фурами в Абхазию. Мы не зарабатываем даже 5%, надбавку мы сделать не можем. О какой прибыли может идти речь? Кроме того, на встрече речь шла об эффективности налога на добавленную стоимость. Подчеркивалось, что при анализе эффективности НДС важно учитывать не только роль налога в формировании бюджета страны, но и в перераспределении финансовых ресурсов государства в поддержку бизнеса. Наала Кови, Степан Мартиросян, Абхазское телевидение. Сегодня премьер-министр Александр Анква встретился с представителями сферы здравоохранения, членами Координационного штаба по защите населения от коронавируса, министром здравоохранения Тамазом Цахнаки, главным санитарным врачом страны Людмилой Скори, главным санитарным врачом столицы Аллой Беляевой. В работе совещания также принял участие министр туризма Теймураз Хишба. Обсуждались текущие мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции в Абхазии, возможности и условия выхода из режима ограничений в области туризма. Представителям медицинского сообщества совместно Минтуризма, согласно поручению главы правительства, предстоит сформировать экспертное мнение и вынести вопрос на ближайшее заседание штаба до 1 июля 2020 года. С 22 по 24 июня Республикой Абхазия организуется гуманитарный коридор для возвращения временно находящихся в Грузии граждан и жителей республики. Об этом сообщается на сайте службы госбезопасности Абхазии. С 22 по 24 июня пропуск через КПП Ингур будет осуществляться ежедневно с 9 до 19 часов местного времени. Все прибывающие из Грузии граждане обязаны будут пройти медико-санитарный контроль состояния здоровья. Оперативный штаб по защите населения от коронавируса сообщает, что за прошедшие сутки биоматериал для тестирования на коронавирусную инфекцию взят у 31 гражданина. Диагноз COVID-19 ни у кого не подтвержден. Из обсервации в столичном пансионате Айтар выписано 2 человека. Это абхазские курсанты российских вузов. На данный момент в пансионате нет курсантов, остались 7 человек, 6 медиков и 1 гражданский. Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 38 человек. Из них 7 граждан находятся в Гудаутском госпитале, 30 человек выздоровели и 1 пациент умер.
третье воскресенье июня в Абхазии по многолетней традиции отмечают День медицинского работника. С наступающим профессиональным праздником всех сотрудников медицинских учреждений страны поздравил министр здравоохранения Тамас Цахнакия. День медика – символ высокого признания общественной значимости труда и заслуг врачей, медицинских сестер, фельдшеров, санитарок и представителей других профессий, работающих в сфере здравоохранения. В сложнейший период пандемии COVID-19 медицинскому сообществу Абхазии при поддержке руководства страны, бизнес-сообщества республики, ряда благотворительных и волонтерских организаций в тесном сотрудничестве с МЧС, МВД, СКБ и ГТК удается с успехом выполнять поставленные перед ним задачи, начиная от противоэпидемических мероприятий, своевременного тестирования на новую коронавирусную инфекцию до лечения пациентов с подтвержденным диагнозом, отмечается в частности в поздравлении. Тамас Цахнакия особо отметил, что в этих непростых условиях в штатном режиме проходит работа всех учреждений здравоохранения Абхазии. В полном объеме оказывается неотложная медицинская помощь, за что выразил благодарность всем медработникам страны. Сегодня гостем проекта биографического салона «Историческая память людей» была участница Отечественной войны народа Абхазии, медсестра Лиана Джинджоля. Биографический салон – это место, где можно услышать неприкрытую правду о войне из первых уст. Репортаж Сарии Кварацхеля. Биографический салон – место, где рассказывают живые истории, где с трепетом относятся к памяти людей, которые пережили страшные события 1992-1993 годов. Носители этой истории сами рассказывают, где и как их встретила Отечественная война и через какие испытания им пришлось пройти. Лиана Джинджоли относится к тем женщинам, которые на своих плечах вынесли всю тяжесть ужаса тех лет. Военных потерь было бы намного больше, если бы не подвиг медработников, боровшихся за жизнь раненых воинов. В 1992 году Лиана, мать троих детей, работала в Сухумском аэропорту медсестрой. Тогда она и подумать не могла, что начнется война, и ей придется, оставив своих детей, уехать в Качару, где она и прошла всю войну. 14 я была на дежурстве в аэропорту, в центре. Там народ собрался, там начались какие-то движения. Я там в медпункте проверяющая предполетный. Каждую минуту не могу выходить, что там говорят и что там происходит. Но вот здесь мальчики, которых проверяю, летчики, говорят, что у вас война началась. Я говорю, нет, слушайте, откуда, какая война? Война, говорит, у вас. Ну, тут я на дежурстве, дети одни дома. Пришла моя заведующая и говорит, Лиана, началась война, тебе надо собираться. С грустью вспоминает она те непростые для абхазского народа годы, нехватку медперсонала, необходимых инструментов. Особенно запомнилась Лиане Джинджоли одна история, которая, к сожалению, закончилась трагически. Был один очень страшный инцидент. Наши партизанские машины прошли 2-3, и где-то 4-я машина проехала, и поднялся сильный шум. Я сперва не поняла, что произошло. Прибежал парень, говорит, вы нам нужны. Я хватаю сумку, бегу с ним. Мы уже пешком, уже у нас нет никакой машины. Я спрашиваю, куда мы бежим? У нас на позиции произошел ужасный случай. Я говорю, ну давайте бежим. Пробежали мы с ним, я не знаю, это, наверное, километр мы с ним бежали. Когда мы прибежали, лежал молодой человек, это Пимпия, житель Кочары, который вместе с нашими абхазскими парнями был на позиции. И произошел трагический этот выстрел прямо в голову. Пришлось его собирать. Конечно, наверняка у меня тоже руки тряслись. Все, но подойти никто не мог, мальчики боялись. Все мы прикрыли, и так его обработали и повезли домой. Сила духа помогла людям пройти через тяжелые испытания, сохранить свое человеческое «я». Нужно, чтобы об этом знали как можно больше людей. В этом смысл встреч биографического салона. Мать троих детей, которая, несмотря на то, что могла бы со своими детишками оставаться там, где безопасно, но тем не менее она решила, что это ее долг быть с теми, кто нуждается в ее помощи. И вот все это время
Всю войну она находилась в местах, где было опасно, где было тяжело, вдали от своих детей. Вот мы хотели бы немножко внимания уделить ей, пригласить сегодня, как-то сделать приятное людям, которые сделали все для того, чтобы сегодня мы жили мирно. Роль медсестер во время войны была неоценима. Спасая бойцов, они нередко погибали сами. Женщины сражались наравне с мужчинами, порой проявляя невероятное мужество и храбрость. Их подвиг навсегда останется в истории нашей страны. Сария Гварацхеля, Томас Чиковани, Абхазское телевидение. Мука, сахар и растительное масло. В Абхазию прибыло 40 тонн гуманитарной помощи. Предприниматель Александр Ткачев более 30 лет оказывает нашей стране гуманитарную помощь. И, конечно же, он не смог остаться в стороне, когда в республике сложная социально-экономическая ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции. Груз будет распределен среди многодетных и социально уязвимых семей. Гуманитарный груз пришел от фирмы «Агрокомплекс». История такова, что высшее руководство Республики Абхазия обратилось с просьбой оказать гуманитарную помощь, учитывая пандемию, учитывая социально-экономическое положение нашей страны. И руководство данной фирмы приняли решение, что в кратчайшие сроки поставят в Абхазию соответствующий груз. И вот сегодня, как результат, мы получили этот гуманитарный груз. Если говорить конкретнее, это 20 тонн муки, это 10 тонн сахара и 8 тонн подсолнечного масла, нерафинированного. Хочется отметить, что это не первая гуманитарная помощь, уже несколько поставок было осуществлено. Указом президента Аслана Бжаня начальником Государственного управления Республики Абхазия по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству назначен Дмитрий Цинцба. На набережной Махаджира возле кафе «Брехаловка» для любителей настольных игр установили новые столы. Мэр столицы обещал горожанам, что на этом благоустройство излюбленного места не завершится. Смотрите репортаж, подготовленный пресс-службой столичной администрации. Стол так вам подходит, как это по-японски сказать? Кимоно-то. Любители домино и шахмат теперь могут проводить время на излюбленной гостями и жителями столицы Брехаловки за новыми столами, которые совсем недавно установили городские службы. Это удобнее, да, наверное, как чем качались, это ужас. Спасибо мэру и всей мэрии, что вот позаботились о нас, пенсионеров, которые приходят и здесь проводят свой досуг. Благодарим. Замена плитки также продолжается. Под большим эвкалиптом плитка деформировалась из-за корней деревьев. В летнюю знойную жару под этим деревом можно укрыться в тени. После ремонта плитки будут обновлены скамейки. Конечно, доволен. Приходят, общаются. Президент тоже недавно здесь кофе пил. Это приятно, понимаешь? Не то, что, не знаю, от кого прятаться. Надо с народом всегда вместе быть. Просьба, чтобы наш город всегда вперед шел, и чтобы народ мы вместе были. Мэр проинспектировал работы на набережной. 10 новых столбов будут освещать отрезок набережной в районе кафе «Нарта», ранее не подсвеченный. Активная работа ведется по облагораживанию на площади Сергея Багапш. На данный момент идут работы по благоустройству клумбы. Главный архитектор столицы не открывает завесу тайны, говорит о сюрпризе горожанам. Въезд транспорта на площадь будет запрещен. Теперь площадь будет местом отдыха. Шлагбаумы планируется установить в нескольких местах на подъезде к площади. Теперь станет значительно комфортнее прогуливаться по набережной и сидеть в излюбленных кафе в более спокойной атмосфере. Работы по облагораживанию набережной продолжаются. Илана Какаля, Давид Авицба, специально для Абхазского телевидения. Как известно, незнание родного языка ведет к так называемому языковому нигилизму, следствием чего является полная или частичная утрата родной культуры. Значимость и востребованность абхазского языка, соблюдение закона о государственном языке. Что сделать, чтобы говорить на родном языке стало нормой и абхазский язык в совершенстве знал каждый? Наша съемочная группа попыталась найти ответы на эти вопросы. Сразу после выпуска новостей смотрите специальный репортаж Алики Трапш. А сейчас о погоде.
По сообщению гидрометцентра, в выходные дни на территории Абхазии ожидается облачность с прояснениями погоды, временами дождь, возможно гроза. Температура воздуха ночью плюс 16-21, днем плюс 22-27, температура морской воды плюс 23. И на этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго.